Сияние вытянутой руки в маске и в перчатках, не забывая, что главное – безопасность. Всего несколько минут вначале показываешь 2 страницы паспорта, основную и с пропиской, а уже после наступает кульминационный момент. Для Магомеда Мартазанова прийти и сделать свой выбор – святая обязанность, ведь решается будущее нашей страны. Сегодня это долг гражданина страны, чтобы прийти, проголосовали, участвовали в референдуме. Мы сегодня с утра с депутатским корпусом были на избирательном участке, проголосовали, сделали свой выбор. Что я желаю и всем жителям нашего города, республики, чтобы они приняли активное участие, исполнили свой гражданский долг. Мы хотим хорошо жить, мы хотим красиво жить. И для этого без соответствующих законов это невозможно сделать. Для избирателей здесь созданы все необходимые условия. Отдельный вход и выход, движение строго по стрелкам. Наблюдатели следят за процессом голосования, за соблюдением мер безопасности и не только. При входе в участковую избирательную комиссию вам обязательно проверить температуру. Если у голосующего будут признаки ОРВИ, то его отведут в специальную отдельную комнату, где уже после проверки вы сможете спокойно проголосовать в этом помещении, а далее для вас вызовут машину скорой помощи. Этот участок расположился в Музее изобразительных искусств, поэтому для избирателей тут особая атмосфера. А голосование заранее оповестили каждого. И вот уже второй день подходит к концу. И на данный момент у нас на участке должны проголосовать 2240 человек, к нашему участку относится. Но достаточное количество людей уже у нас проголосовали. Потихоньку люди подходят уже к вечеру. Неплохой процент мы набрали. Думаю, это долг каждого избирателя. Семейные ценности, социальные гарантии, защита человека труда. 206 поправок направлены на все сферы жизни, как шанс изменить будущее. Проголосовать за или против для Ахмеда Хашиева не составило труда. Депутат ознакомился с каждой поправкой детально и уже давно определился с выбором. Но самое главное, на мой взгляд, у нас остается право на свободное вероисповедание. Сегодня мы видим даже в маленьких глубинках России, где живут мусульмане, у нас есть мечети, где 5 раз в день свободно читаются азан, люди свободно молятся. Впереди у избирателей 4 дня. Есть время, чтобы взвесить все «за», «против» и определиться с ответом. Ведь правильно сделанный выбор сегодня – уверенность в будущем завтра. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.